Горные хребты, отснятые с борта вертолета. Эти кадры стойко ассоциируются в нашем сознании с афганской войной. В этих горах тоже идет война, но это не Афганистан, это горы Сванетии. Вооруженный конфликт в Грузии длится уже более года и унес тысячи жизней. Эта война многолика, и как всякой войне, ей почти невозможно смотреть прямо в лицо. В этот кровавый водоворот втянуты украинцы и русские, грузины и абхазы. Здесь становится понятно, как когда-то навязанный народом язык межнационального общения превращается в язык межнациональных конфликтов. Перевал Ходи – это беженцы из Сухуми. Сразу после взятия города они ушли оттуда, помня о гагринских событиях и спасая свои жизни. Они идут 3 дня, 3 суток под снегом и дождем. Многие не выдерживают, многие умирают, не дойдя до грузинской стороны. Те же, кому удалось перевалить через горы и при этом не умереть, сутками ждут вертолета на Кутаиси, более-менее мирную территорию. Как вы уходили? Девочка моя. Как уходили? Как быстро уходили? Что там было в последние дни в Сухуми? Что было? Везде все горело, все синим пламенем неслось и бежали. Мы бежали, сзади бомбили, стреляли, все летело на воздух. Какие войска? Кого вы видели из войск? Бог не знает, какие войска. А там не разберешь, кто стрелял. Там такие войска, что только одни глаза видны, и все. Остальное... И все здесь вот так вот, бронежилеты или что-то. Старю, когда они зашли в город. Может быть, уничтожают большие. Вы видели тех людей, которые шли? Видели? Слушай, говорю же, одни только глаза видны, вот какие-то каски вот такие вот, и одни глаза видны. Спецназ. И все. Спецназ. Спецназ. Ну просто спецназ. Ну, полосы бомбили, понимаете, вот даже вот гранатометы, пулеметами, танками, ну все, совсем стреляли. Мирных жителей наших никак не может быть. Ни Афганца, ну как-то такого нету вообще. Это только в фильмах видела, как Каши или что-то вот такие вот кошмарные. Все, зато единственные глаза видны и все. И вот до сих пор все. Ну да, мирные жители так нельзя. Брали бы город, брали бы все, бог с ним. Кто хочет, пусть живет, но нельзя же так и стрелять людей. А мирных жителей что, тоже гнали или что делали с жителями? Почему вы уехали оттуда? Я вам скажу, потом бомбили город. Как почему уехали? В Гагры кто не успел уезжать, всех изрезали, порезали, чертовали, что с ними только не наделали с детьми. Мои сестры и братья уехали из Гагры, уехали они, у них в Ходи девочка, бедная, 16-летняя от инфаркта умерла. Столько мучений, все, и девочку потеряли вот совсем недавно. Там они видели, там на трассах вот так вот валялись дети, люди, все в луже в крови. От этого страха мы тоже убежали. Двухэтажный дом, машину, только одних коров оставили, сколько вся, а дитё голодное у меня целую неделю. Мне это надо было оставлять? Грузинский спецназ вместе с ребятами из Украинской народной самообороны, которых на родине кое-кто величает боевиками и наемниками, в течение 2 суток обеспечивали проход беженцев через перевал.
а когда спустились вниз, делились с беженцами своим скудным пайком. Это не гуманитарная помощь, это личные запасы бойцов УНСО и грузинского спецназа. Вот от чего довели нас? Наши русские братья. Ну тут не русские, тут украинцы. Я знаю, я вас видел по эмблеме. Я украинцев очень уважаю. И русский народ тоже не виноват. А русская политика виноват все. Русская имперская политика, пусть они забивают империю. Хватит уже издеваться над народом. Посмотрите, что творится. Еще люди наверху, еще дети наверху. Много еще людей идет сюда. Половина Сухуми еще там. Никто о них не думает. Когда вы вышли из Сухуми? Какого числа? Числа не помню уже все. Вообще ничего не помню. Никто не помнит, кто когда вышел. И вышли, выбежали вообще. Ни число никто не помнит, ничего. Вообще имя и фамилия люди забивают. Такое там творится. Посмотрите, вот что творится. Ну пусть у них это будет тоже. Вот там тоже идет раскол между Ельциным и Хасбулатовым. И они будут друг друга давить. Пусть у себя они наведут порядок. Не надо нам наводить порядок. Мы сами наведем, пусть они отойдут от нас. И грузины сами, и абхазы найдем, и общие этих. Потому что мы кровью связаны. Они натравили нас. И вот этот щит абхазы написано, а сзади идут русские. Все, больше ничего нету здесь. Есть русская, грузинская война сейчас. Какие войска вы видели в Сухуми? Всяких. Ну кто там был в Сухуми? Русские в основном. В основном русские были. Если 50 человек русские, трое были абхазцы, остальные все русские. 1% абхазцев. Да. Русские воевали. Они воевали, стреляли, а остальные грабили, поджигали дома. Все абхазские были. По свидетельству заместителя министра обороны Грузии Гиева Шахидзе, взятие Сухуми было бы невозможно без поддержки русской армии. Сухуми 2 дня назад взяли русские. И сейчас наши войска отходят из верхней Суанеты. И сейчас, как видите, беженцы все отправляем в Тбилиси. И так, наши войска еще там воюют. То, что российская армия принимает живейшее участие в конфликте на стороне Абхазии, подтверждают не только грузинские беженцы, но и военнопленные. Официальная пропаганда, средства массовой информации, любые, так сказать, любую газету откроет, официально преподносит этот конфликт как конфликт между Абхазией, абхазскими формированиями военными и грузинскими войсками. И официально везде, и по телевидению, и в средствах массовой информации, в газетах пишется, что российские войска поддерживают нейтралитет и практически в этот конфликт не вмешиваются. Вот как вы можете после того, как с вами произошло вот это, когда вы провели агентурную акцию, собрали информацию, передали, так сказать, Гудауту все. Как вы считаете, вот участвуют ли российские войска в войне против Грузии или нет? Вот так вам прямой вопрос такой задают. Анализируя ту информацию, которую я получил,
все, что со мной произошло, я так думаю, что реакционная часть российских войск участвует на стороне Абхазии в этом конфликте. Как можно было вот это вот так на больницу целиться? Это же это ясно и понятно. Вот прачечная, мы туда спустились сегодня, там и сейчас, вы, наверное, заходили туда, там и сейчас горит, по-моему. Не знаю, такое я 35 лет работаю, что вижу, вот сейчас это вообще, не знаю. А как вы думаете, чья рукопись? Ну, русский помогает, это разговор лишний уже. Это даже маленькому, у меня внук, он уже знает, кто помогает. Маленький он, но он уже соображает. Какой самолет летит, русский или как будто бы мы фашисты. Я думаю, что вы на нас, вы здесь, как будто нам тоже легче. Прошу вас, умоляю, спасите нас, спасите, помогите наших детей, спасите этих ребят, пусть они тоже одумаются, это абхазская сторона, все вместе. Эти русские, что им нужно, я не понимаю просто, почему с нами такое сделано, ничего не пойму. Эдуард Шеварднадзе не может понять, что делают русские в Грузии. Это объясняет заместитель министра иностранных дел России господин Адамишин. Президент Ельцин и премьер Черномырдин послали нас сюда для того, чтобы в этот нелегкий для Грузии час здесь на месте посмотреть, что можно сделать, чем может помочь Россия, если ее об этом попросят, и каковы вообще, так сказать, варианты развития событий. Так что наша миссия, это миссия, так сказать, рекогносцировки. О том, как некоторые в России понимают свою миссию в Грузии, свидетельствует радиоперехват переговоров между группировкой в Зугдиди, где стоят войска Звиада Гамсахурдия, и гудаутской группировкой, которая считается абхазской. Переговоры, как это ни необычно для Грузии, велись на русском языке. Очевидно, Альфа грузинского не понимала. Алфа-10, я вот здесь на приеме, прием. Поздравляю с выполнением вашей задачи по взятию Сухуми от Амчиля. На приеме, Алфа-10, прием. Спасибо, спасибо. И вам также желаем успехов. Какие у вас намерения дальнейшие? На приеме. Да, собираемся наступать на Кутаиси. На Тбилиси пока очень трудно. Потом Перми очень обиден. Не понял? Почему я спрашиваю, на приеме? Вы обещали джаву министра уничтожить. Перми.
Вы очень недоволен. Вы многих мирных жителей уничтожаете. И наших сторонников тоже. И вообще взятие Гали не было согласовано. Я понял. Но ты понимаешь, здесь какое дело? Наши бойцы не смогли остановить. Очень трудно было. На Инкуре должны выйти, сказали они. Вот так было сказано. Как понял, я понял. Да, понял. Остановите ваших бойцов, а то беженцы идут сюда. Гали. И вынуждены помочь им. Это мешает нам выполнять наши задачи. Многие из наших не знают, что был уговор, поэтому успокойте ваших боевиков. Хорошо, я понял тебя. Но некоторые не подчиняются. Да, скажите Кубаре, пускай выйдет на связь. Осторожней требует. Как понял меня? Кто? Говорю, второй. Понял. Есть он, есть. Скажите, пусть сюда вернется. Хорошо. Я передам ему. Когда будет на связь? Не знаю, скажет. Будьте на приеме. Хорошо. Конец связи. Да, все хорошего, Владимир, конец связи. Министр обороны России Павел Грачев утверждает, что боевые вылеты совершают грузинские самолеты. Просто несколько самолетов грузинской авиации перекрашены в цвета российских ВВС. На место падения одного из таких самолетов прибыл глава грузинского государства Эдуард Шеварднадзе. Через буквально 1,5-2 минуты, когда уже дал команду, мы все выскакивают. Через 1,5-2 минуты мы выскочили, произошел взрыв. Услышали взрыв, все, треск, потом взрыв. И разгоняем. Так понял, что сюда попал самолет. Сразу же сообщили командованию, тут же собрали группу в количестве 14 человек. И сразу же поднялись сюда. Что мы здесь увидели? Мы определили его сразу по запаху керосина. Поднялись, нашли. Мы начали оттуда, прошли все, нашли здесь труп. Каска лежала отсюда приблизительно около 100 метров назад. Здесь уже был сам летчик. Ну, потом мы аккуратно вытащили с этого кресла, завернули, который здесь рядом же лежал, парашют. Завернули уже парашют и спустили вниз машину. С места падения самолета у летчика Шипко Вацлава Александровича изъято личное оружие, удостоверение личности, справка, подтверждающая его службу в вооруженных силах Российской Федерации, полетные документы, бортовая карточка, маршрут полета и боевая карта. Это очень печально, что погиб человек, которого обманули. И я бы хотел сейчас именно с этого места, где произошла эта трагедия, обратиться ко всем солдатам и офицерам России, которые нацеливают на проведение боевых операций в Грузии, что их обманывают. Я хорошо помню историю, и пусть они не забывают, что случилось в Афганистане, что получилось в Венгрии, Чехословакии. И я думаю, что надо всех предупредить, что история не повторилась. Я почему позволяю себе такие сравнения после неизвестных акций, знаменитых визитов министра обороны России и
после вчерашнего циничного заявления о том, что грузины прекращают самолеты, так сказать, и сами бомбят свои собственные города, у меня есть основания для того, чтобы делать тревогу и предупредить всех, что это не закончится добром, это не закончится. Пока не поздно, остановитесь. Пока не поздно, остановитесь. Штурм Сухуми происходил при поддержке авиации. Съемочной группе «Униар» довелось побеседовать с людьми, которые пережили эту бомбежку. Кадры, которые вы увидите немного погодя, это не операторский брак. Мы снимали таким образом специально для того, чтобы люди, у которых остаются еще родственники на чужой территории, в Сухуми, не были узнаны. Они сами просили нас об этом. В Сухуми кто-то оставался или нет, когда вы уходили? Никто не оставался, кроме греки и армяне. Никого. А из армии вы видели, кто наступал? Какие солдаты? Кто были? Кто заходил в город? Русские. А кроме русских? Кроме русских, это чеченцы, казаки. Вы видели, как убивали мирных населения? Там не видели, зажигали дома. Язык вынимали? Да. Это где вы такое видели? В Сухуми? Сухуми. В Сухуми? Сухуми, а где больше? Понятно. Сухуми видели. Хорошо. Вот поэтому мы голые вышли. Мы никак не думали, так 5 дней взяли уже город. Никогда мы не думали это. Когда бомбили, мы убежали в бункер. Один ночь в бункере сидели. Это военный санаторий. Мы не думали, что там будут бомбить. Там тоже бомбили, там тоже убили людей. Они только вот стариков, старухов не так убивают, потому что молодых убивают, чтобы, говорят, ваших народов не было. Детей тоже убивают. Детей и молодежь убивают в большинстве. Всех зажгли, всех не зажгли. В Сухуми, да? В Сухуми, в селении, везде, где хочешь. А по этим селам, по которым вы шли, Ну это район, Сухумский район. Даже такого немцы не делали, немцы на войне. Люди не помнят варварство, такого. настоящее варварство, это что они делают. Только вот... Всех уничтожают, расстреливают, прямо горло вырезают, язык вот сюда вот как это делают. Язык как галстук так вешают на люди. То, что это беременных женщин. На безоружных людей. Даже кушать не могли взять хлеб и ничего. Сахар, идем голодные люди. После 27 числа. Убежали, кто? Куда идем, сам не знаем. Куда нам идти, не знаем. А пешком добираемся. Дети на дороге умирают, старики умирают. Как помогаем друг другу и выходим с дороги. Да, даже беременных женщин резали. Уши резали женщина. И даже эти, что там, и ребенка это тоже резали. Что? Маленьких детей. Сперва истерзают, понимаешь? А потом убивают. Изнасилуют. Это не война, уничтожение Что народа. изнасиловать 3-летнему ребенку? 5-летнему ребенку, что там изнасиловать? Разве это люди? Это просто вот только видели по видео. Это ужас один. Ужас такой не творили, не знаю. Людоеды такие не творили. Они людоеды, они не люди. Они все людоеды. И когда видишь, когда они идут, ну это можно посмотреть. Ночным прицелом все остальное. Ну, в полном комплекте бронежилетами и все остальное. Прекрасно обучены. Все, ну как полагается. Но я вам скажу одно. Неужели вы думаете, что абхазцы все это сами?
Нет, ребята, это просто невозможно. Такое введение огнем. И такое наступление при прорыве огневой мощи. И представляете, вот даже вот наш пулемет начинала работать, допустим, да, буквально через пару минут эта точка обстреливалась со всех сторон. С АГС, с миномета работала БМП, вплоть до ДШК. Паранит? В Сухуми кто-то оставался, когда вы уходили? Почти никого. Когда я выходил, почти никого не было. Те, которые остались, ультиматум такой. Баржу подогнали и сказали, уходите отсюда. Но люди все-таки не могут свои дома оставлять так. А потом приказ дали, кто не уйдет, на стадион соберемся и перестреляем, как в Гагре сделали. Гагринскую трагедию не знаете? Знаем, конечно, знаем. Еще хуже будет там. Они постоянно, которые узнают, что эти гвардейцы дома, они сжигают сразу. Грабят, досконально, одни стенки оставляют. Еще война не закончилась, они еще на наступление шли, а на верхней линии фронта уже начинали мебель вывозить. Эта война жестокая, ты его не увидел. Ну, слова не передаст. Не передаст. А кого увидели из войск, вот именно, кого вот знаете, кто воюет против вас? Против нас воюет Россия. У них экологический вопрос очень плохо в России. Абхазия – это солнечное место, и они хотят сделать, знаете, чего? Свои санатории построить, свои дом отдыхи, свои жены, свои дети. Хотят там, что прекрасное море, воздух, природа, лучшего не придумаешь. Вы считаете, что они воюют за деньги? Не то, что за деньги. Им даже обещана квартира, место под солнцем в Абхазии. Завоевал, зашел в отель, приклеил, как говорится, там, обознавательный значок, да. Это обман. Абхазцы то, что натворили для себя, они еще не понимают, они сейчас эйфория. Вроде бы они победили. Нет, это победило русское оружие и русские россияне. Но то, что они натворили, они поймут где-то через 2... Нет, какой через 5 лет? Нет, братан, 2-3 месяца надо. Даю слово. Я буду искать через 5 лет, где Абхазия Ну это да. Но через вот 2-3 месяца они будут уже сами понимать. Уже начнут. Что же мы натворили? Да. Господи. Почему? Потому что сейчас уже россияне помогали, да? Все остальное. Ведь капитал-то вложен-то огромный в эту войну. А я сейчас русские начнут. Братья, мы вас не зря же помогали. Отойдите туда-сюда. И когда начнут все это дело, они начнут задумываться. Но уже слишком уже поздно. Много сторон и много интересов столкнулись в этом кровавом конфликте. Кто заинтересован в том, чтобы сохранить целостность страны, кто в том, чтобы добиться суверенитета, а кто-то расширяет свое морское побережье, очевидно готовя его под украинские корабли, которые Кравчук обещал сдать России. Может быть, рассказ наш не полон, но рассказали вам о том, что видели и слышали сами. Нам это показалось важным, потому что в отношении России справедливо правило: не может страна быть демократичной, если она в другие страны экспортирует вооруженные конфликты. Тот, кто запускает кровавый бумеранг, должен помнить, бумеранг может вернуться к нему.